с девушкой по имени Елена Кнор. Это девушка, которая там занимается разным блогерским движением, там, ну, что-то она там говорит. Она ранее мне писала в Facebook, угрожала мне, говорила, что я враг России, там с евреями вышел на митинг. Как-то с Игорем Эйдманом мы оказались на одном митинге, украинском, по-моему, митинге. И меня, короче, обвинили во всех смертных грехах там и так далее. И потом через какое-то время эта девушка, видимо, у нее со психикой не в порядке, таких людей чаще всего используют, или просто она очень нетерпима к мусульманам, или к чеченцам, или к врагам России, не знаю, к кому нас можно отнести. Хотя она мне грозилась Кадыровым меня там наказать, что правильно вас Кадыров убивает и так далее. Так вот, мне поступила информация, я тогда об этом сказал, поступила информация, что что в Германии готовится провокация. Я об этом, как бы, ну, сказали, что готовится провокация и готовится. Ну, бывает, короче говоря. С кем не бывает, как говорится. И потом эта Елена Кнор выложила видео. В этом видео она рассказывала, что там пророка ругала. И если вы обратили внимание, ругает не Бога, Аллаха, а пророка. Это вот целенаправленно разделение идет. Если какой-нибудь воинствующий атеист начнет на всех богов говорить, да, на одного бога, которого по-разному называют, и говорит, что Бога нет, там всех верующих людей надо казнить и так далее, то все верующие люди объединятся. Скажут, вы что, это против Бога говорите. А если говорить там на Аллаха, да, или там на его пророка, то можно как-то их разделить и сказать, ну это же не наш Бог, там, например, христианин скажет, или иудей скажет, это не, ну даже верующий. Скажет, что это не мой Бог, и это меня не касается, да, они мусульмане, они такие плохие и так далее. Как это делается здесь в Германии? Как это делает Борис Рейт-Шустер, между прочим? Это вам тоже я покажу сегодня, как Борис Рейт-Шустер и соучастник, пособник геноцида чеченского народа Альфред Кох, который прекрасно проживает здесь в Германии, обсуждает вот этот вопрос. Это тоже будет очень интересно и смешно. Я вам это расскажу. Как Альфред Кох рассказывает про свободу слова в России. Так вот, 4 апреля, по-моему, это было, поступила такая информация, и Елена Кнор выложила вот это видео с оскорблением пророка Мухаммада, мир ему, и началась провокация во всех группах, такая активная. Знаете, нас, чеченцев, подготовили к этому. И вот то, что сейчас произошло во Франции, это была уже такая более масштабная операция. Начинается все с чеченцев. И эти сообщения, которые закидываются, они бывают очень такие двоякие. Вы так можете даже резко сразу не понять, о чем речь идет. Очень хитро продумано, не в первый раз, потому что на чеченцах, на украинцах сейчас уже, на грузинах эта методика уже отточена. Так вот, это Елена заявила, что там про религию, и чеченские смски пошли, что она оскорбила пророка. Потом приходили сообщения из Чечни якобы, ну, конечно, в основном все были из Чечни, что нужно ей отрезать голову, выколоть глаза, отрезать ей язык за то, что она так сказала на нашего пророка, и так далее, и так далее, и так далее. И буквально, я даже тогда сразу не сообразил, когда эта информация пошла, ну пришла, ну какая-то девушка закинула информацию там-то про религию. Елена Кнор, я ее узнал, конечно, так как я на нее написал тогда заявление, и в Фейсбуке она больше не появлялась. Но я подумал, ну, сумасшедшая очередная. И, кстати, она могла пострадать. Ее могли так задействовать, что она могла пострадать. Ей реально могли какой-нибудь сумасшедший выколоть глаза и отрезать ей язык. И я думаю, она должна мне спасибо сказать, что я эту провокацию
я ей, можно сказать, спас жизнь. Ну, хотя ее, наверное, защитили бы. В отличие от французского учителя, которого подставили фактически, он стал жертвой, да, на котором, вот как сейчас на Макроне отыгрались, Елена Кнор, ее могли, конечно, взять по защиту там, и так далее, и так далее. И так вот, вышло сообщение голосовое, где чеченец говорит: отрежьте ей язык, выколите ей глаза. И вместе с ним одновременно, уже другим языком, видно, что человек другой, и акцент уже не чеченский, уже то, что он говорит на чеченском, там, наказать там, за оскорбление пророка и так далее, выходит, я получил их одновременно, эти два сообщения. Вышло вот это сообщение, где уже вот это чеченское сообщение переводится на русский язык и распространяется. И тогда уже не оставалось сомнений, что провокация началась. И то же самое нагнеталась волна. Благодаря оперативному вмешательству удалось эту волну сбить, и они отступили от этого. Они будут еще продолжать об этом, вести вот эту свою провокацию, ГРУшную, русскую свою провокацию против мусульман, чеченцев, чтобы, во-первых, мы не стали здесь сильнее, потому что мы мощнейшая сила, мы атомная энергия в этом Евросоюзе, чеченцы. И если мы станем на ноги и укрепимся, то вообще у русских нет никаких шансов ни в одних международных институтах, потому что мы сможем доносить нашу правду. И наша задача это сделать всем вместе, всем вместе. Так вот, Елена, та же ситуация вот произошла в 2020 году, 7 апреля, мы выпустили информацию и волну сбили. Но мы не смогли сбить эту волну в данном случае. Сейчас, одну минутку. Сейчас. А теперь переходим к нашей основной теме. События во Франции. Во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия гауляйтеры, Демельханов, Кадыров, там и другие разные эти русские прихлебатели нам рассказывают, что вот они хранят волосы пророка у себя, что они там защитники Корана, там сунны и так далее. Саудовская Аравия, колыбель ислама, принимает нашего дорогого террориста Кадырова Рамзана, вводит его в закрытую мечеть, в которую простым людям нельзя попасть. И человек, который устроил геноцид над своим собственным народом, перейдя на сторону русских вместе со своим отцом, этот человек является большим почитателем ислама, защитником ислама и так далее. Строятся мечети, проводятся миллионы, как они называют, там около 100 тысяч, 80 тысяч людей вывели, бюджетников, на те же самые путинги, да, митинги проплаченные, их называют в России путингами, вывели на эти путинги, когда убили карикатурщиков из Шарли Ибдо, да, тоже две жертвы были. Но они были, по-моему, гражданами Франции, это такие внутри-французские разборки были, а теперь коснулось это нас. И вот эти кадыровцы рассказывают, что давайте, они уже не могли, им срочно нужна была провокация, нужно было срочно, чтобы мусульманин, желательно чеченец, совершил какое-нибудь преступление. Мы все чеченцы, говорящие на чеченском языке, понимающие чеченский язык, находящиеся в информационном поле России и наблюдающие за этим, мы прекрасно понимали, что к чему-то это идет. Французы, французские спецслужбы об этом не знали. Но потом, видимо, Макрону разъяснили, что его втянули в провокацию русскую, и Макрон сейчас пошел на попятную, что очень хорошо. И вопрос на этом исчерпан. За с ними был Макрон или нет, это уже другой вопрос. Сам факт, то, что Макрон признался, и Франция поняла, что ее втягивают вот эту русскую провокацию, это один большой плюс.
и для нас большой опыт, как дальнейшее себя вести. И об этом, как себя вести, мы должны будем сейчас уже начать думать. Следующей такой же провокации в Австрии она произойдет, в Германии она произойдет или еще где-либо. Мы должны будем уже знать, как себя вести. В первую очередь мы должны не бездействовать. Мы должны в первую очередь сразу же заявлять нашу четкую позицию. Никакому радикализму, терроризму мы отношения не имеем и категоричной форме осуждаем. Так, давайте я вам покажу видео, чтобы расскажу вам про одного попа, да, кадыровского попа или русского попа. Конечно, вот этот флаг, который здесь расположен, видео с сайта, с канала Ичкерия Forever, Ибрагима Никархо, который, конечно, русский флаг был бы хорошо, но я вот за этим флагом вижу только русский триколор. Никакое чеченское отношение он не имеет. Даже вот эти узоры, они больше мне напоминают не чеченские узоры, а русские из кокошника, с русского кокошника. Поэтому к нам они отношения мало имеют. Так вот, смотрите, здесь аноним рассказывает, что когда произошла драка в Ницце, когда чеченцы там с наркодилерами подрались, тоже было очень невинные люди пострадали, сейчас сидят в тюрьмах чеченцы, которые фактически были из-за своего религиозного убеждения, которые верили, да, в то, что говорят им люди, чеченцы, такие же мусульмане, как они, поддались на эту провокацию. И большие сроки грозят, и много людей могут там депортировать, там посадить, и по этому делу, и по другому делу. Так вот, вот этот человек рассказывает, что чеченцам обязательно нужно идти драться, обязательно нужно там собираться, что показать, что мы какие чеченцы, мы такие сильные воины и так далее, и так далее. Чтобы защитить там честь пророка. Хотя он говорит, что даже чем эта драка, это очень хорошо, но еще важнее, мы должны защитить честь пророка. Честь пророка нужно защитить, а он анонимно, только по голосу его известно, и известно, кто он будет сидеть и нам рассказывать, что нам здесь делать, да, получая российские зарплаты из российского бюджета и звездочки, или наградные, там, поздравительные или листы от куратора из ФСБ. Ну давайте послушаем. Этот парень, он говорит про того парня Абдаллаха Анзорова, который убил учителя во Франции. Так, смотрите, он только что сказал, что тело отдали за то, что он убил врага Аллаха там и так далее, вот этого учителя французского, и показывают, вот смотрите, похороны. Просто посмотрите, у этого парня якобы привезли в Чечню и идут похороны. Смотрите, вся Чечня пришла. Вся Чечня. Все пришли на похороны. Но внимание, это фейк. Это хоронят не Абдаллаха Анзорова, а хоронят совсем другого человека. И чтобы было понятно, да, какие настроения в чеченском обществе, я вам скажу, что хоронят убийцу, названного русскими убийцей, я считаю, вероятно, да, он и был ликвидатором, террориста, насильника, садиста, некрофила, героя России Юрия Буданова, полковника российской армии Юрия Буданова, Юсуп Тимирханов. Это хоронят Юсупа Тимирханова.
И нам сейчас рассказывают, что вот тело отдали, делается такой ролик и привозится вот тело, и поднимается ажиотаж, и все в Европе думают, распространяют информацию. Смотрите, как чеченцы принимают, какие это дикари эти чеченцы. Убил невиновного, незаслуживающего, не буду называть этого учителя невиновным, так как я считаю, карикатуры рисовать нельзя. И никакой свободы слова не имеет это отношения. Это оскорбление. Но, если люди не хотят, не рисуйте. Если устраивает там христианское общество, пожалуйста, но если не устраивает кого-то, то это оскорбление. Хотя не нужно ни про что-либо рисовать карикатуры, если это задевает такие религиозные глубокие чувства людей. Так вот, но этот человек ни в коем случае не заслуживал того наказания, которое было причинено ему. Да? Каждое преступление, каждое наказание должно быть соразмерно преступному действию. Поэтому этот человек, максимум, что мусульманин может сделать, когда ему показывают карикатуры на его религию, на его пророка, он должен, если он находится в помещении, он должен встать и выйти из этого помещения. Можно словом попробовать защитить, можно поспорить на эту тему, но если вы живете во Франции или в Германии, то подайте в суд. И суд должен решить, что правда, кто из вас прав, заслуживает ли он там на какого-либо наказания. И то решение, которое выносит суд, это и должно быть наказанием, а не какая-нибудь фетва какого-нибудь там папа, который там распространяет. Чтобы сейчас одну минутку, чтобы не показаться, чтобы не быть голосным, да, и что по поводу родственника, может на самом деле это был Анзоров, да, этот Абдалла Анзоров, которого привезли. Я хочу вам показать видео, которое вышло чуть ранее, оно от родственников Анзорова. И они здесь заявляют, что родственники Анзорова Абдаллаха, живущие в Шалаже, говорят, что Тезет там уже прошел. Он говорит, я двоюродный дедушка его, брат его дедушки, погибшего в Анзора Абдаллаха, живущего во Франции. Это мои двоюродные братья. У меня к вам просьба одна. Мы живем в Шалаже. Нету никаких похорон. Сейчас распространяются провокационные сообщения. Мы между собой это узком провели, эти поминальные обряд, и между собой все уже закрыли этот вопрос. Сейчас коронавирус, болезни, мы вас просим никого не приезжать сюда, не звонить и не распространять эту информацию. Вот что говорят родственники. И как это преподносится этими пропагандистами. И это показывает, нам рассказывает о том, что ситуация в России, да, вокруг вот этой ситуации нагнетается именно Россия. Тогда возникает вопрос, если такая информационная шумиха сопровождается вот этому преступлению, совершенному против французского гражданина, то не организаторы ли так одновременно по такому взмаху волшебной палочки все это началось, да? Я вам сейчас еще расскажу. Очень здесь много людей задействовано, да, в информационном плане. И эти люди, которые вот задействованы, они причастны. И значит, убийству Самуэля Пати и Абдаллаха Анзорова причастна Россия. Потому что она использует этот повод, она запускает эту программу и потом уже поддерживает эту ситуацию. Давайте дальше. Смотрите, вот есть такой сайт. Сайт называется Анзор Вен, мы. Этот человек, помните, Анзора из Вены, Мамихан Умаров, который был убит русскими, чеченоговорящими,
по приказу русских, для того, чтобы он не давал показания, он сотрудничал с украинскими спецслужбами, с австрийскими спецслужбами, он так говорил. И для того, чтобы он не стал свидетелем ценным, а он был, видимо, ценным свидетелем, он был убит. Ну и назидание для запугивания нас, проживающих тут. Вот есть этот сайт. Он как бы под этим видом Анзор Вены называется. И вот в самом начале, здесь очень много таких интересных вещей можно найти на этом канале. Но в самом начале этого канала можно найти вот этого человека, вот это видео, которое внизу вы видите. Видите, вот эти видео. У этих видео 48 тысяч просмотров, 22 тысячи просмотров. Вот я вам покажу одно. Сейчас нажимаем. Смотрите, смотрите. Ибрагимов Мухаммад Абу Хамз, он говорит. Он говорит, меня зовут Ибрагимов Мухаммад Абу Хамз, малыш. Кадыров меня хорошо знает. И начинает материть Кадырова и так далее. Этот человек сидит в австрийской тюрьме. Этот человек, на суде которого был и Хусейн Исханов, и наши другие наши товарищи и соратники, на суде рассказывал, что это он отправил 11 человек в Лапоту, и там он должен был лечь, там его Ислам Кадыров, у него был, он рассказывал, что Ислам Кадыров, который является зачинщиком выезда братьев Абдурахмановых за границу, да, который как бы якобы является зачинщиком, вот этот Ислам Кадыров, он был куратором вот этого Магомеда Ибрагимова по кличке Малыш. Я так вижу, как его зовут Абу Хамз, потом приехал другой Абу, и вот эти Абушки рассказывают. Ну это так, отступление. Смотрите, вот этот сайт можно понять, кому принадлежит, только лишь по началу вот этих 4 видео, которые тут, 4 или 5 видео, да, сколько их тут? 6 видео, вот смотрите, вот он тут рассказывает. Если вы зайдете на этот сайт, вы увидите всех, кто работает против чеченцев в Европе. Практически всех. Тут есть, конечно, и случайно оказавшиеся люди, да, но эти люди вот непосредственно вы вот увидите всех. Короче, вот этот Абу Хамз, как его, Магомед Ибрагимов. И вот вы можете здесь встретить всех, кто работает против. Вы можете встретить, как они, например, Закаева здесь пытаются принизить и сказать, что нет, он не является легитимным правителем. Не все, конечно, кто здесь есть. Рубати Мицаева — это у них главный объект для нападения, потому что Рубати Мицаева их рубит просто на корню, не дает им никаких шансов, и при всем при этом Рубати эмоционально иногда поддается на некоторых провокаций. Но ей глубоко наплевать на них, и поэтому она, в принципе, нормально справляется с ними. Даже ее это, я так думаю, веселит и задорит. Так, здесь вам могут показать для разнообразия Арсаева, который является раненым, нашим настоящим патриотом, без каких-либо. Анзора Масхадова можно встретить. Можно встретить разных полезных идиотов на этом сайте. И под конец, когда начинается вот эта истерия, и вот здесь как раз, здесь есть, сейчас я вам покажу это видео, если они его не убрали. Так. Сейчас, подождите-ка. Сейчас мы проверим. Так, это события, которые сегодня произошли в Вене, Австрии. Сейчас тоже этот канал будет раскручивать. Если там какой-нибудь след
связаны с мусульманами, то, конечно же, это будет 100% озвучиваться и сопровождаться. Причем человек, который ведет этот канал, он может быть просто искренним, полезным идиотом, который считает, что он тут топит там и так далее. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Так, я вам хотел показать другое. Я хотел вот то видео, которое было на канале Ичкерия Forever, где они показывают, что вот привезли. Ну, видимо, или его удалили это видео, или это было, может быть, на другом канале. Так, давайте я вам тогда дальше покажу. Так, для того, чтобы было видно, как кадыровские террористы призывали, да, везде, где только возможно, подчеркивали, что нужно в срочном порядке там, за сожжение Корана, там еще что-то, принимать какие-то там меры, и вот лавировали, да, вместо прямо призвать к убийствам и одновременно не сказать этого, да, вроде бы хочется сказать, и срочно нужно, да, особенно там в Европе, в какой-нибудь стране чеченец должен какой-нибудь совершить террористический акт. Вот тогда все будет, как говорится, отлично. Кстати говоря, вот то по той провокации, хочу вот публично об этом сказать, культуру Фирайн Ичкерия, который находится в Вене, Хусейн Исханов, Ибраим Никархо и их товарищи, они сейчас находятся под очень серьезной разработкой русских спецслужб, ГРУ, и есть большой доля вероятностью, что это будет не просто наблюдение, а может быть как последует какая-нибудь силовая или провокационная акция против них. Пока я только это могу сказать, более подробную информацию, когда узнаю, конечно же, я ее озвучу, что касается угрозы для жизни и безопасности Хусейна Исханова и его товарищей. Давайте я вам сейчас покажу теперь кадыровских вот этих террористов, путинских террористов. Вот вы видите Адама Делимханова по кличке Палач, да, у него такая кличка Палач, он казнит людей. И вот он тут на немецком рассказывает. Почему, когда на карикатуры на пророка рисуют, чего же не говорите? Почему вы не делаете? Потому что вы не мужчины, потому что вы курицы, говорите. Курица. Когда Коран сжигают, когда Коран унижают, плюют на Коран. Богом проклятый, проклятый Богом. Вы ничего не говорите. Вы в Европе ничего по этому поводу не говорите. Вам не стыдно? У вас нет стыда, вы плохие сякие. Почему вы не водите людей в Европе против религии, когда что-то говорят, против Корана что-то говорят, против пророка? Вот еще одна репа, которая не помещается в экран, это агент российский Саид Чубаев, он говорит то же самое, да, это вот призыв их. В Швеции сожгли Коран, говорит, публично. В Норвегии сожгли листы. Будто они будут, они прокляты, говорят. Я все понимаю, что им срочно нужно раскачать ситуацию. И им это удалось, и им это удается. Большому нашему позору, сожалению, стыду. Им это удалось. Мы потеряли 18-летнего чеченца, который был оболванен пропагандой, и потеряли учителя, который перед тем, как показать эти карикатуры, попросил выйти всех, кого это может оскорбить из класса, в соответствии с исламом. Человек был убит. И вот эти люди, я это все понимаю, им очень нужно. Им нужно раскачать эту ситуацию. Я вот не могу понять, как у них уживается то, что Путин, который призывал воевать, найти управу на Аллаха, который сказал, что он там обрезание сделает, приезжайте к нам здесь в Германии, в Мюнхенской конференции, он сказал, я вас там
если вы так заступаетесь за мусульман. Это их конек, понимаете? И этот конек мы выбьем из их под ног. Мы должны его выбить. Они не должны манипулировать вот так, используя религию против нас. Вот эти люди, которые готовы убить мать родную по приказу Путина, заступаются якобы за ислам. И вот все это время вы можете посмотреть на канале Ичкерия Forever. То же самое вот здесь. Вот этот тот проповедник, про которого я вам рассказывал, который рассказывает, как нужно защищать пророка. Ну, каким-то детским голосом явно видно, что человек явный провокатор, скажем так. Ну, по голосу, противный голос, короче говоря. Так, пойдемте дальше. И одновременно я вам сейчас все просто вкупе сложу это все, чтобы это все оставалось, даже если мы выйдем за время графика, потому что это все нужно донести. Потом мы перемещаемся. Кадыров сделал заявление, как вы все помните. Он сказал, что вот я готов пострадать, оставить должность, оставить жизнь там ради того, чтобы там пророка не оскорбляли, и Макрон там террорист, там враг там и так далее, и так далее. Конечно же, Макрон поступил неправильно. Конечно же, Макрон хотели втянуть, видимо, умышленно, неумышленно, это отдельная история, хотели втянуть в эту пропаганду. Но смотрите, 29 октября, когда вот процесс идет, нагнетание обстановки идет, есть такой Ильдар Алаудинов, такой есть, чувачок, вам его надо видеть. Это просто классический ГБшный провокатор. Вот он стоит в мечети в Москве, на Поклонке. Есть эта мечеть, вот в этой мечети он стоит. Его брат старший, Шамиль, по-моему, Аляудинов, являлся, по крайней мере, когда я жил в Москве, и он являлся муфтием, или кто он там у них там, главным муллой в этой мечети. Эти два брата, они так усиленно работают на духовное управление мусульман. Про духовное управление мусульман у меня есть отдельный ролик на моем канале. Можете посмотреть, как он формировался Сталиным, и как дальше они существовали и ковали кадры. Оттуда выходит Равиль Гайнуддин, в этот Дум входят люди такие одиозные, которые оканчивали в Бухаре единственное медресе в Советском Союзе, которая выпускала КГБшные кадры. Оттуда выходит вот этот Равиль Гайнуддин, Кадыров Ахмад, ну и все вот эти, короче, исламоеды, как я их называю, исламоеды. Так вот, это вот на его, вот у этого Равиля, да, Равиль это, на его сайте вот поэтический конкурс, там вот, так все. Блеск на куполах. Смотрите, послушайте, как произносим: велик и милостив Аллах. Геометрическим узором, меняя очертания стен, витает в небе бирюзовом мечеть Тибан Раджде Турен. Земные храмы, песня в камне, но лучше зодчине Синан. Аллах, строитель мироздания. Ну ладно, я не могу больше смотреть. Я вам покажу другое, более интересное, чем вот этого смотреть. Наверное, вероятно, те, кто там интересуется исламом, видели этот ролик. И Ильдар Аляудинов здесь пишет, смотрите, уникальный ролик. И что вы поняли, посмотрев это видео, говорит. И нас провокатор КГБшный наталкивает на мысль. Сперва давайте посмотрим ролик, а потом я скажу вам, что я думаю по этому поводу. Это займет 4 минуты буквально.
Напоминаю, это урок французского, урок, не знаю чего, во французской школе. Я раздам вам листки бумаги, а вы нарисуйте пророка Мухаммада, так как будто это обложка нового издания журнала «Шарли Эбдо». Никаких вопросов. Диктатура. К сожалению, воспроизвести это видео не удается. Ну ладно, тогда, наверное, вы видели это видео. В этом видео там учительница просит этого мальчика, не знаю, с чем это связано, учительница просит всех детей нарисовать карикатуру на пророка Мухаммада, и этот мальчик выходит, он не рисует карикатуру, а пишет письмо, что вот он вспоминает там глаза сестры, которая очень любит, там, когда там, молится, там, ну, про веру говорит, там, про разные такие вещи. Но абсолютную правду этот мальчик как бы говорит. Такой маленький, не мог, конечно, так думать, потому что даже взрослый не может такие мысли придумать. Но как бы это правда, да, и этот мальчик очень умный, так выглядит такой. И аргументированно, 100% он там дает расклад, что он не будет рисовать карикатуру на пророка. Но возникает два момента. Во-первых, в школе во Франции не заставляют детей рисовать карикатуры. Это во-первых. И это главный посыл, что в этой школе делают, что этот мальчик, он там написал, вышел, и такой протест он заявил. Он попросил задать вопрос, поднял карандаш, ему не дали вопрос задать, что это такая диктатура, что ты не имеешь права, тебе сказали рисовать, ты должен рисовать. Вот так преподносится. И что самое удивительное, вот эту картинку, вот это видео выкладывает вот этот Эльдар Аляудинов. И выкладывает он это 29 октября. И более того, это видео снято не во Франции и не французами. Это снято духовным управлением мусульман России. Вот как рассказывают. Тем самым духовным управлением мусульман, которое на протяжении 25 лет геноцида чеченского народа никогда не произнесло ни одного слова в защиту тех самых мусульман. Это тех самых мусульман, которых убивают или перевоспитывают в Китае. Они никогда об этом не говорили. Никогда не говорили, когда проводились операции и убивались невинные люди в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, в других регионах, в Татарстане. Никогда эти люди не заступались. А вот тут теперь, когда начинается такая травля Макрона, да, никто не оправдывает Макрона, это сделано по большой глупости или в соучастии с этими нападавшими на Францию силами России. Вот получается такая ситуация, что эти люди участвуют в этой травле. И вот он так выкладывает. Эльдар Аляудинов говорит, что вот посмотрите, каково это. Одновременно начинается вечер с Владимиром Соловьевым, главного пропагандона России, жестокая расправа в пригороде Парижа, убили школьного учителя. И вот сидят вот эти постоянные вот эти выкормыши, которые питаются кровью и налогами русских, и до кого дотягивается вот эта кровавая русская рука. А эти люди вот рассказывают про это. Далее происходит вот нагнетание этой обстановки. Но духовное управление мусульман, сейчас, одну секунду, духовное управление мусульман в лице ее муфтия Талгата Таджудина, который, я абсолютно убежден, вообще не является мусульманином, абсолютно, вот я 100% уверен, что человек вообще не исповедует исламскую религию, мусульманскую религию.
Верховный муфти России счел противоестественную вражду из-за карикатур. Талгат Таджудин попросил считать слова муфтия Чечни, называвшего врагами всех французов, которые поддерживают Макрона, личным мнением, объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно и противно жизни, указал он, и так далее. Вот этот звездочет прикрыл своего не очень умного или такого ретивого Салаха Межиева. В народе в Чечне его называют Салахом Лубянским. Еще можно брат Бутылкина. Да, Бутылкин это у нас Даудов, это брат Бутылкина, который тоже, можно сказать, тоже Бутылкин, потому что тоже оправдывал по шариату применение наказательных целях бутылки. Вот такие вот муфтии в России есть. Кстати говоря, этот Салах Межиев, Салах Лубянский тоже является выпускником вот этого одного единственного медресе в Советском Союзе. Так вот, тут он как бы чуть-чуть скорректировал, потому что Салах призвал там всех назвать террористом, потому что Кадыров назвал Макрона террористом, Салах Межиев должен был еще сильнее себя проявить. И вот он сказал, что все являются, кто поддерживает Макрона, являются врагами и так далее. Короче говоря, ситуация нагнеталась как могла. И эту волну сбил Макрон. Сейчас, одну минуточку. Эту волну сбил Макрон вот своим вот этим заявлением, сказав, что нет, извините, друзья, я больше к этому отношения имею, против мусульман, и просвещать мусульман я не собираюсь. Это было самое глупое, что мог сказать Макрон, просвещать ислам. Это было самое глупое. Но РПЦ, Русская Православная Церковь, поддержала мусульман в их конфликте с Макроном. Чарльз Хибдо, да, отдел Талгат Таджудин как бы не стал всех французов обвинять и поддерживать Салаха Межиева. Ну, конечно же, он осуждает Макрона, конечно же, он осуждает вот эти все критики. Да, вроде бы хорошие вещи, правильные вещи, да, но как ими манипулируют. И вот, смотрите, Русская Православная Церковь тоже поддержала. И вот, видите, такой сидит Русский Православная Церковь. И, ну, не будем вам это все, белиберду эту показывать. Вот это главные мафиози от религии в России. Они тоже все поддержали. Далее. Сейчас, одну минутку. Есть еще такой. И если вы обратите внимание, у всех этих каналов, это так называемые цеховики, и по 800 тысяч подписчиков, 1 000 000 подписчиков, 500, 300 тысяч подписчиков. Вот этот мерзавец Алиф ТВ точно так же выполняет роль по дискредитации мусульман, в том числе чеченцев, под видом просвещения мусульман, рассказывая им религию. Эти люди одновременно набросились и начали усугублять конфликт, который начал зарождаться с убийством вот этого учителя. Там, запомните, вот эти все каналы. Алиф ТВ называется. Здесь можно найти иногда полезную информацию, но в основном, знаете, как и на Кавказ-центре, это одна контора, из которой выходит вот эта пропаганда. И все направлено для того, чтобы со стороны религии создаются люди, которые за религию, со стороны против религии создаются, точно так же в самой религии создаются суфисты, они есть, ваххабисты, они есть, их возглавляют люди, и вместо того, чтобы договориться между собой, создается искусственный конфликт, потому что управляются они, не только Алексей Навальный является попом Гапоном для русских, но также и в чеченском, дагестанском, в других обществах создаются вот эти симулякры, которые постоянно друг на друга натравливаются. Так, пойдемте дальше. Муфти, давайте вам послушать. Макрон террорист номер 1, Кадыров и муфти Чечни о конфликте Эрдогана с президентом и так далее. Вот, смотрите, Дум ЧР.
Духовное управление Чеченской Республики, советник главы Чеченской Республики, муфти Чеченской Республики, Сала Хаджи Меджиев. Меджиев выступил с заявлением в связи с поручением президента. Макрон, преследуя западные либеральные взгляды на все, что связано с духовной жизнью общества, религией, ушел далеко от общечеловеческих ценностей. Макрон – это лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более ислам, вместо того, чтобы осудить провокационные действия. Глава республики Салах Хаджи Меджиев назвал президента Франции Макрона террористом номер один и врагом всех мусульман. Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков, мир им и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, которые не имеют никаких нравственных устоев и ценностей. Меджиев утверждает, что президент Франции поручил повесить карикатуры на пророка на все... Кстати говоря, появилась такая информация, что Макрон издал указ распространить и повесить, вывесить на этом. Появились, вот сейчас вы увидите, что говорят появились, да, хотя они говорили на всех зданиях, ну, нагнетается. Где-то в какой-то администрации какой-нибудь человек не очень далекого ума, наверное, посчитал, что он этим самым, он как бы отдаст дань памяти убитому учителю, безвинно, незаслуженно убитого учителя, вывесит эту карикатуру. Возможно, это была вывесена на каком-нибудь административном здании, но она провисела недолго, ее сразу же убрали, потому что это чистой воды провокация. В правительственных зданиях страны, однако... Но Меджиев утверждает, что на всех правительственных зданиях, да, это было. Известно лишь о двух таких акциях в Монпелье и Тулузе, которые длились несколько часов. В середине октября под Парижем молодой человек напал на преподавателя истории и географии и обезглавил его. Мотивом, по данным французских СМИ, стало то, что учитель истории во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемого убийцу застрелили при попытке сбежать. Им оказался 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец родом из Москвы, имевший во Франции статус беженца. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По всей стране прошли акции памяти. Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он заявил, что политическому исламизму нужно давать отпор. Глава государства предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить просвещенный ислам в стране без иностранного влияния. Ислам – это религия, которая сейчас переживает кризис во всем мире. Радикальный исламизм открытый выражает намерение навязать свои порядки. Эта идеология утверждает, что есть законы выше законов республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ назвал Макрона самого террористом, а его действия и высказывания оскорбительными для мусульман. Макрон, ты являешься террористом. Ну все, это я вам то, что это все вам рассказывал. РПЦ поддержала, вам я только что рассказал, да, РПЦ поддержал. Ну, как и положено, запускаются фейки, русские всячески пытались сделать так, что вот чеченцы виноваты. Большая благодарность французскому обществу, особенно я интересовался у нашей молодежи, которая живет во Франции, которая со мной общается, в разных группах, в разных социальных сетях, как обстоит эта ситуация, как реагируют. Конечно же, никто не поддерживал убийство этого учителя, мало кто там мог что-то сказать, но всячески поддерживали чеченцев, понимали, что мы не виноваты. Да, даже если это совершил чеченец, чеченцы в этом не виноваты. Весь народ не может нести ответственность из-за одного такого проступка. Тем более совершенному по провокации, видимо, очень долго к этому шли, подготавливали общественность, подготавливали вот этих молодых людей, как вы видели, Кадыровы разные всякие там распространяли информацию провокационного толка для того, чтобы вот поймать в свои сети какого-нибудь чеченца молодого и отправить его. Это большая трагедия для французов, для чеченцев нас в первую очередь. Но мы должны, да, вот я хочу вам сказать, вот я слушаю одно тут аудио сообщение.
пришел вот к заключению. Я знаю этот человек по голосу. Я предполагаю, что это Басхан его зовут. Я не знаю его фамилию. Этот человек проживает, по-моему, где-то на юге, в Ницце, по-моему. Он является муфтием или каким-то религиозным деятелем во Франции. Возглавляет он или представляет он организацию чеченцев и ингушей, ассоциацию. Ичкерии, я так понимаю, они не имеют отношения, но они представляют, флаг у них ичкерийский, и как бы я за то, чтобы, конечно, ингуши тоже отделились от России, но это уже, наверное, другая история. И вот здесь он говорит на чеченском языке, сразу появляется это сообщение, и Басхан сообщает, что вот еще одно нападение после убийства этого учителя произошло, еще одно нападение было, не поддавайтесь на провокации, и вроде бы все правильно. Но я обращаюсь ко всем, кто публично выражает здесь, в Европе, да, не в России, где это небезопасно, а здесь, в Европе. Если выражают, то, конечно же, нужно называть виновника всех наших бед в первую очередь. Это русские. Я обращаюсь к Басхану, я обращаюсь к другим людям, которые говорят от имени чеченского народа, призывают к чему-то чеченский народ. Четко разделять граждан Чеченской Республики Ичкерия и России. И что Россия виновна в том, что произошло. И не надо было много анализа сделать, чтобы было понятно, как по взмаху волшебной палочки, когда все средства массовой информации начали топить за убийство этого, что да, правильно совершено там, и так далее. Здесь, конечно, Басхан не топит за убийство никого, но Басхан говорит, что мы должны ничего не делать, не пишите, вот он тут дословно говорит, не пишите ни хорошо, ни плохо, вот про это убийство. Не хорошо пишут, я всем сообщаю, французским спецслужбам, французским властям, я сообщаю, нехорошо в основном поддерживают террористические акты исламистов. Это пишут тролли, которые есть у русских, у Путина, у Пригожина, которые также находятся в Краснодарском крае, в поселке Яблоновского поселке. Это там есть одна из фабрик троллей, не только в Питере, их много, несколько их по России есть. Одна находится на Кавказе, оттуда исходит вот эта массовая информация, что вот там Макрон плохой, что французы против мусульман, что мусульман вот унижают, ущемляют и так далее. И недалекого ума тоже, конечно же, есть, и поддающиеся вот этому стадному инстинкту тоже написать. Потому что начинается ответная реакция. И ответную реакцию тоже пишут те же, чтобы стравливать, как недавно это было между чеченцами и ингушами. Если чеченцы и ингуши внимательны были в этом процессе, вы отлично видели, как по взмаху волшебной палочки начались эти чечено-ингушские разборки, так же они и закончились. Сейчас отголоски разные, задетые за живое, некоторые настоящие чеченцы и ингуши, может, до сих пор друг друга поливают грязью, но тогда это было просто целая истерия. И пройдет какое-то время, и вот этот Бузуртанов или другие вот эти провокаторы, которые, может, что-то в книге про ингушей грамотно, что-то настоящий исторический факт написали. Но там же будет Бузуртанов через 20, 30 лет, 50 лет, будет русской пропагандой. Я уверен, конечно, что к тому времени давно России не будет. Но если она будет, то тогда вот этот Бузуртанов возведется в ранг высоких историков ингушей, и там, конечно, у него будет что-то плохое про чеченцев. И это будет оставаться вот на протяжении долгого времени. Так вот, возвращаясь вот к этому голосовому сообщению, которое распространяется. 29 октября. 29 октября, четверг.
Я призываю всех молодых, особенно к молодым, 2 часа назад церковь, кто-то заскочил в Нотр-Дам, неизвестно какой национальности, пока не говорят. Молодежь призываю и старших. Вам могут звонить, вас могут оскорблять, провоцировать. Ему тоже звонили, он говорит. Не дайте никакого повода по своей вине. Неизвестно, кто сейчас заскочил в церковь, мусульманин или нет. Он говорит, там 3 убил. И его живым взяли в плен, захватили. Одному голову отрезал, говорят. Вот, не имея достоверной информации, Басхан сам эскалирует эту информацию, распространяет. И одновременно Басхан призывает для того, чтобы не писали ни хорошо, ни плохо. Нет, мы должны писать, мы должны говорить об этом. Если мы не будем говорить и будем молчать, мы становимся соучастниками этих преступлений. Да, это очень щепетильная тема, да, очень легко занести во враги ислама и так далее, но есть очень образованные, грамотные в религиозном плане люди, которые обязаны это говорить. И не надо выходить и говорить, что мы не имеем к этому отношения. Именно потому, что это русская провокация, именно потому, что Франция атакована Россией, Макрон и министр иностранных дел Франции пошли на попятную и сказали, что мы против ислама не имеем никаких претензий, потому что эта волна раскручивалась против Франции. Во всем мире начали проводить там митинги, шествия, потому что это пропаганда, переводимая там на пуштунский, на там какой-нибудь там арабский, или там еще какие-нибудь языки, которые переводятся, она искажается. И Макрон прямо говорит, мои слова исказили. И я не оправдываю Макрона, но при всем при этом есть слова, которые ты говоришь, и есть смысл, который ты в них вкладываешь. А можно это все переиначить и из этого сделать там большую провокацию. Поняв это, и попятная Макрона и министра иностранных дел Франции, попятная не в плане то, что они не осуждают убийство карикатуриста, учителя, он не карикатурист, он просто учитель, он показал просто эту карикатуру, он даже ее не рисовал. Они это не оправдывают. Свобода слова во Франции есть, была и остается, и будет, я уверен в этом. И имеют право рисовать тот, кто хочет, что хочет, в любой стране, если это не запрещено законом. Во Франции это не запрещено. Поэтому, если Макрон пошел на попятную и сказал по поводу просвещения ислама, бред, который он произнес, вот этот, он отступил от него, потому что он понял, что это провокация, в которой его используют. Может быть, ему спецслужбы их сказали, так, господа, вы куда-то не туда несете нашу страну, и вы собираетесь 1,5 миллиарда мусульман теперь переделать религию, как переделывали когда-то коммунисты, или какие-нибудь там сейчас китайцы пытаются. Уверен, у китайцев тоже ничего не получится. Хотя люди, конечно, пострадают и гибнут. Кстати говоря, было очень показательно, вот я вам показал Алиев, Кадыров, там другие там эти разные, Талгат Таджудин или там этот Аляудинов. Эти люди никогда не говорят про Китай, ни про уйгуров не говорят. Там самый настоящий форменный геноцид людей по религиозному признаку просто низводят. Вот такая вот ситуация. И вот Басхан вот здесь заявляет. Берегите себя. Вот смотри. Будьте осторожны, внимательны будьте.
Правильно сделал, неправильно сделал, не пишите комментарий, говорит. Это значит, нам нужно просто сесть пассивно. ГРУшники, их тролли будут писать, мы пассивно должны наблюдать. Все это мы это не говорим, мы ничего не делаем, все, ничего не знаю. Вот так это получается? Нет, это так не должно быть. Это ни в коем случае так не должно быть. Мы активно должны защищать свою религию, свои права. И это должно делаться открыто. Помните, когда в Кейптауне, по-моему, если я не ошибаюсь, в мечети заскочил какой-то сумасшедший христианин, или не знаю, кто он, из какой религии исповедовал, не мусульманин заскочил и убил 48, по-моему, человек. Помните этот большой такой резонансный теракт? Начальник полиции этого города, это их город, это их страна, христианская, светская, не мусульманская. Этот полицейский вышел и по-мусульмански приветствовал их. Бисмиллахи рахмани рахим аль. Женщина полицейская, по-моему, тоже какой-то офицер большой, по-моему, если я не ошибаюсь, если что-то не путаю, плакала. Тысячи немусульман вышли выразить солидарность с этими людьми. Как мы себя ощущали тогда? Мы были благодарны этим людям за то, что они вышли и сказали, что свое решительное нет. Они открестились от этого террориста, который убил столько невинных людей, которые пришли просто помолиться. Вот точно так же мы должны действовать. И точно только так мы будем действовать. Потому что другого выбора у нас нет, господа. Нами будут манипулировать. Та ядерная энергия, которая у нас здесь в Европе есть, ее хотят выпустить в пар против Европы. Кто? Вековые, единственные за всю нашу историю наши враги. 400-летние наши враги хотят нас, которые пострадали от них, использовать против своих врагов. Франции, Германии, Америки и других. Нас хотят использовать. Играя на противоречиях тех людей, которые нас приютили, которые нам помогли. Надо быть последней свиньей, которые после того, как тебя приютили, убивать людей там и выступать против этого государства. Так что вот такие вот дела, господа. Я прошу быть внимательным вот в этих во всех. Так, еще, может быть, что-нибудь осталось. Что-то еще осталось. Так, господа, время у нас, конечно, истекло, но я вам еще хотел кое-что показать. Так, мне здесь как найти пишет. Аслан, ну пойми, Басхан сказал, чтобы не писали, потому что понимает, что многие наши напишут не так. Поэтому он и сказал то, что сказал, не обвиняй его. Я не обвиняю Басхана. Я не обвиняю. Я просто констатирую, что он говорит, и я призываю, как я считаю нужным. Не молчать, я считаю. Самое, что мы можем сделать в угоду русских, это промолчать, когда они от нашего имени творят какое-нибудь беззаконие. И я знаю, я в этом убежден. Если бы 2 ракеты и 2 дрона направить на Лубянку и на Кремль, 80% террористических актов в этом мире прекратились бы. Это я говорю как правозащитник, как гуманист, как человек, который против насилия. Но по-другому никак нельзя это остановить. И здесь, в Европе, мы должны четко и прямо сказать, мы не являемся никакими-то исламистами. Исламист — это крайняя форма, там, фашизм, исламист и так далее, что мы вот не приемлем других. Нет, мы уважаем все религии и все народы. И это не просто слова, я это говорю так, как знаю чеченский менталитет и чеченскую культуру. Это на самом деле так.
В мире я, например, никогда не встречал, я много народами общался, с многими народами общался. Я всю свою жизнь с разными национальностями и народами дружу, общаюсь, учусь, работаю и так далее. Так получилось в моей жизни. Так вот, я не знаю более толерантного к другим национальностям народа, как чеченский. Есть толерантные народы. Один из них украинцы очень толерантны. Но как чеченцы, я даже их не считаю таким толерантным. И я объясню почему. Я знаю только один народ, у которого имена своим детям даются национальности других народов. Это у нас. Более того, мы можем назвать, например, Черкези, черкес, да, какого-нибудь. Такое имя дать такое, да, мусульманское имя мусульманского народа. Но мы даем национальность, имя не только мусульман, но и даже других религий. Да? Если мы такие фундаменталисты, если мы такие вообще неприемлющие, хотя ислам, он наоборот толерантен, открыт, интернационален. Не только мусульманские национальности мы даем своим детям. Я знаю имя грузин, гюржи. Я знаю имя осетин, осетины. Ну, допустим, среди осетин есть и мусульмане, и христиане. Только маленький процент дегорцы мусульмане. Дается осетин. Герман. Это чеченское имя. И так во многих вещах нас оболгали. Мы очень толерантны, мы можем давать пример толерантности, уважения. Да, у нас есть своя культура, свои обычаи. И нам говорят, почему вы там не выдаете замуж, например. ко мне возникал вопрос, почему вы не выдаете замуж за других национальностей. Во-первых, этот вопрос даже вообще задающему нужно дать по лбу пальцем. Потому что народ, переживший геноцид и пытающийся выжить, такой вопрос задавать вообще некорректно. Это как задать еврею вопрос во время нацистской Германии за то, что они пытаются сохраниться, они стали изгоями, их не принимают ни в одном обществе, и только лишь за то, что ты еврей, ты подвергаешься репрессиям, пыткам, незаконным арестам, а потом и убийствам. Ты говоришь, все это отбрасываешь, говорит, ты что, ты что на еврейке-то, ах ты фашист, ах ты еврей. Вот так это получается. То же самое обращается к нам. Мы пытаемся выжить. И это единственное наше, мы не за мусульман даже не выдаем. Да, если там разбираться. Например. И я считаю, это защитная реакция нашего народа. И мы на это имеем полное право. Мы должны здесь навести мосты. Нас никто не заставит ассимилироваться. Здесь турки живут огромное количество лет. Да, у них есть государство, которое их поддерживает. Но их никто не заставляет ассимилироваться. Здесь есть мечети, здесь есть рестораны, дёнеры, арабские они или турецкие. Они уже стали частью Германии. Например, если брать за Германию. Германия никогда не завоевывала никакие арабские страны, как во Франции, там, Алжир, чтобы там оказались имеющие на постоянном, на законных основаниях место проживания во Франции. Германия никого не завоевывала, и здесь Меркель на моих глазах, это исторический момент был, Меркель запустила около 1 миллиона сирийцев. Хотя Эрдоган ими приторговывал. Я вам сейчас открою границы, я вам это сделаю, я вам это то делаю. Оказывал давление. Это было некрасиво со стороны Эрдогана. Но Меркель могла сказать, я закрываю границы. Не хочу я этих мусульман здесь видеть. Пускай остаются в Австрии, в Польше, где там, в Турции, в Болгарии, где угодно. В Германию они не попадут. Были силы у Меркель? Конечно, были. Меркель это сделала. Германия это сделала, немецкий народ это сделал. Я видел своими глазами, как утром немцы в 6 утра, в 7 утра, в 8 утра выстраивают, некуда было поместить людей. Потому что слишком большое количество людей было. Но всем дали место, где переночевать,
покушать и питание. И вот их расселяли в спортивных залах, в торгово-выставочных центрах. Закрывалось это все, вешались просто простыни и на железных кроватях людей размещали как могли, на двухъярусных вот этих кроватях размещали как могли людей. И жили, в тяжелом люди положении были. Но они были не на улице. Им сразу делались документы, сразу выдавались там банковские карты, чтобы они получали деньги и занимались этим. Государство выполнило все вот идеальнейшим образом. И когда я проходил мимо разных этих хаймов, так, или лагерей, хайм, общежитий, сирийцы вывешивали немецкие флаги у себя в окнах. Это я тоже видел. А немцы утром вставали, гладили, стирали свои вещи старые, но они не грязные, постираны, поглажены, и свои вещи, кто игрушку, еду носить нельзя было, запрещено было еду передавать в лагерь, едой проблем особо не было никаких, вообще не особо никаких не было. И немцы несли еду, бабушки, дедушки становились в очередь, ждали, пока дойдет их очередь, чтобы раздать еду, одежду, не еду, одежду, там вещи. А некоторые немцы брали с собой этих сирийцев, мать, отца, детей, всю семью с собой домой, чтобы они дома один день побыли в домашней обстановке, искупались, отдохнули и вернулись к себе в лагерь. Это я видел. И к этим людям относиться, это самое плохо. Убить их, сделать их государству что-то плохо. Это свинство. И мы не можем это поддерживать. И мы должны прямо об этом говорить. Кто бы нас на что ни наталкивал. Четко нужно вот в этом плане разделить исламскую риторику пропаганды и настоящий чистый ислам, который толерантен, открыт для всех людей. Если бы ислам был жесток и таким нетолерантным, которым нам его пытаются показать, самым большим на земле, самой большой религией на земле ислам не стал бы. И это понятно. Если бы мусульмане были бы такими кровожадными, вы если помните, когда началась война в Сирии, огромное количество людей, групп принимало участие в этой войне. Друзы, копты. Я узнал много для себя нового, когда в Сирии началась война. Шииты, алавиты, сунниты, там, и так далее, и так далее. Я даже не помню себя. Курды и так далее. Много разных национальностей было. И как вы думаете, если полностью Шам, это самая святая земля мусульман, она сотни, тысячу лет, она находится под юрисдикцией мусульман. Как вы думаете, если бы мусульмане, первые мусульмане, которые являются основатели, пророк Мухаммад и его последователи, его первые халифы, они не могли вырезать этих всех людей до единого? Конечно, могли. У них была абсолютная власть. В то время не было никакого международного уголовного суда. Никто бы не узнал бы в истории, но никто бы не привлек бы ответственности за это. Так поступали многие, в том числе крестоносцы так поступали. Вырезали всех и вся, в том же Иерусалиме. Много-много было таких случаев. Но мусульмане этого не делали. Возникает вопрос, почему они этого не делали? А почему сейчас это нужно делать? Вот такие вот дела. Вопросы, на которые нам всем нужно хорошенько задуматься.